Маунт-Вернон, родовое имение семьи Вашингтонов, начал развивать еще прадед Джорджа Джон Вашингтон. В середине 17 века Джону досталась земля, которую местные индейцы называли Эпсевассан. Тогда же на плантации начали выращивать табак для экспорта в Европу. Сын Джона Августин, отец будущего президента, добавил к производству табака еще и черный перец, так как пряности тогда были в цене. Нынешнее поместье стоит как раз на том месте, где Августин Вашингтон построил свой скромный двухкомнатный дом. Кроме того, с незапамятных времен в хозяйстве имелись огород и фруктовый сад, дававший яблоки, груши и персики, благо климат Вирджинии очень благоприятен для садоводства. Вот так, переходя от отцов к старшим, а затем к младшим сыновьям, поместье дошло до Джорджа. Управлять поместьем, которое носило имя Маунт-Вернон, он начал уже в 22 года, а через 7 лет, в 1761 вступил в полноправное и единоличное владение. Еще перед этим Джордж начал расширять старый отцовский дом, превратив его в двухэтажный особняк и добавив модный тогда портик с колоннадой и купол на крыше. Сейчас в доме имеется 21 комната общей площадью 1100 квадратных метров. К моменту начала войны за независимость на территории плантации действовали уже 5 отдельных ферм. После того, как табачный бизнес пошел на убыль, Вашингтон начал выращивать у себя злаковые культуры и даже пробовал заняться овцеводством. К 1770 году на плантациях Маунт-Вернона росли лен, конопля, пшеница, кукуруза и более 60 экспериментальных культур. Между усадьбой и плантацией помещалась конюшня с лошадьми и несколькими экипажами. Работы в имении главным образом велись руками рабов. Их жилые и хозяйственные помещения, включая коптильню, прачечную, уборную, можно видеть в имении и сейчас. Как это было принято на американском юге в те времена, Джордж Вашингтон оставался рабовладельцем всю свою жизнь. Есть основания полагать, что на склоне лет он начал сознавать порочность рабовладения. Почти половина из 318 рабов получила свободу после смерти Вашингтона в соответствии с его завещанием, а остальные еще через несколько лет. Отсюда же в 1789 году Джордж Вашингтон отправился в Нью-Йорк, тогдашнюю столицу США, чтобы вступить в должность первого президента страны. И сюда же он вернулся через 8 лет, когда отказался от третьего срока президентства, создав таким образом новую традицию. Примерно в эти же годы в имении заработало чудо техники – водяная мельница. Вашингтон занялся винокурением. Основанное им производство виски было недавно восстановлено. Несколько сортов домашнего виски по рецепту первого президента можно приобрести в сувенирном магазине на территории поместья. Зимой 1799 года Джордж Вашингтон целый день провел на плантации в дождь, снег и град. Наутро он проснулся со страшной ангиной и температурой. Вечером следующего дня, 14 декабря, он скончался в возрасте 67 лет. В 1960 году Маунт-Вернон был включен в список национальных исторических памятников. Ежегодно здесь проходят исторические празднества, а в День независимости – принятие присяги новыми гражданами США. Можно без преувеличения сказать, что Маунт-Вернон – это средоточие американского патриотизма. Сюда жители Америки приезжают, чтобы проникнуться духом того времени. Времени, когда людьми двигали высокие идеалы, ради которых они не щадили себя и добровольно жертвовали своей жизнью. Вадим Оленичев, Андрей Дегтярев. В настоящее время Маунт-Вернон, штат Вирджиния.